Ну вот и весь мой в сборе комплект. Рабочие моменты. Работают на полную мощность приборчики. Такие дела. Редко я пользуюсь споканалкой, на самом деле. Шум идет. Шум. И долгий процесс, на самом деле, долгий. Очень долгий процесс. Да, проверочка батареечки, ребят. В принципе, есть два вида ремонта. Один вычислить мертвых, другой проверить по емкости и там сделать по красоте. Но это очень долго и очень по деньгам затратно. В общем, как-то так. Так, что тут у нас? Теплообменник. Видите, вон, две трубки. Ну, конечно, да, чуть-чуть выхлопная система другая. Другая система. Вон, клапана ЕГР. Трубочка. Почему низ не затягиваем? Потому что, вот, пластик тут, все в пластике. Думал еще с краев, но края тоже закрыты. Видите, все четко прям вообще. Не надо. Главное перец закрыть нормально и все. Да, вот видите, все закрыто прям. Подкрылки все закрыты. Все четко тут. Беспробежка есть, беспробежка. Все пластики на месте. Никто ничего не оторвал еще. Итак. Ё-моё, а что с антифризом-то? Что это все обоссанное такое? Это я смотрел вчера. Это ты смотрел, она пыкнула, да? Пшикнула, да? А не, просто посмотрел и у них этот было. Антифриз тоже был, может. А, подлили, да? Подлил, я. Ты чуть-чуть подлил, да? Ихнего антифриза. Так, здесь есть. Тут есть, сейчас посмотрим в контурах сколько. Филдер боевой, Уснера. Так, Prius 30 на проверочке. В общем, скинул батареи, чек, но он все равно вылазит. Вообще без как сказать. Да, ну, ошибка, видите, я ее скидываю, она все равно появляется, поэтому проблемы конкретные. Сейчас я гляну визуально, сколько там батарей. Ну, это чисто предварительно, как бы. Тема такая, просто не любитель я этих, как это называется. Ну, вон, видите, постояла чуть-чуть, уже вам полная показывает. Не люблю я вот компьютерные эти все моменты, потому что когда ты вскрываешь и на анализатор ставишь, это уже совсем другой разговор. Ты видишь, с чем ты работаешь. Здесь я не вижу, с чем я работаю, абсолютно. Я внутрь не залез. Но были очень серьезные ошибки здесь. Вот сейчас я картинку сюда приклею. Короче, весь букет. Please remove battery pack. Вот, please remove battery pack. Деградация 1.0A7F там есть. Потом еще 5-6 блок. Кирдык. В общем, сейчас даже вот я пытаюсь скинуть ошибку. И он ничего не бе-не-ме, не кукареку. Сейчас зайду в дата-лист. Ну, скинуть-то скину, конечно, но это ничего не даст, так скажем. Оп, видите? Он должен был ее скинуть, но не скинул. Она так и будет висеть. В общем, дата-лист. Посмотрим, что с батареей. Вообще, что происходит. What the fuck? Угу. Вот такое коротенькое видео, ребят. Так, по температуре
По температуре... Так, ладно, мне это особо по температуре. Ну, кому интересно, можете тут разглядывать, ребят. Температура вся одинаковая, 26 градусов. Но сейчас посмотрим именно по батареям. Что да как. Разряжу я, пожалуй, его. Посмотрим, как он, раз уже взялся. Надо, по идее, по уму, конечно, ей на анализатор бы ее подкинуть. Ну, скорее всего, деланная недавно, потому что контакты хорошие. 19 показывает. Так, минимально, максимально. Смотрите, вот минимально, максимально. Ну, вольт. А, какой вольт? 20. Ну, какой 20? 60, ё-моё. Вот видите, середина просевшая. Раз. Ну, пожалуй, я, короче, сейчас посажу ее. Поехали. Минималку включаем. Кондер врубаем. Наполники. О, бля. Пыль пошел. Ебать. Бля. Фу, нахуй. Что-то тупанул я с пылью. С пылью тупанул я. Смотрим минимально, максимально. Разряд. Разряд. 6 ампер. Нормально. Батарейки еще, этот бензин у него закончится. Короче, больше вольта. Больше вольта разбег. Серединки тут есть мертвые. Это надо не сажать. Это надо просто менять батарею. Либо ко мне и готовиться на контракт. Ладно. Ерундой не буду заниматься, потому что я сейчас простужусь я тут с кондиционером. Ну я нахер, блин. С кондиционером не хочу я простужаться. Поэтому, ребята. Ну и так видно, что тут больше вольта разбег. 16 минус 14. 1,5 вольта разбег. Уже ошибка висит по-любому. Сейчас хозяин придет. Ну все, озвучу. Пусть думает. В ближайшее время контрактную батареечку ему ставить придется. Если хочет по красоте. Ну а так можно и поколдовать. Но тут штук 10-15 будет по-любому. Тем более я еще ее не вскрывал. Может быть она уже деланная. Может туда подкидыши понакидали старых батарей. В общем, все расскажет хозяин. Где был, где не был. Где купил, почему купил, зачем купил, у кого купил. Вот. Как-то так. Так, трип. Посмотрим, что у него по пробегу. Потому что с таким пробегом, как правило... Ага, ну вот, смотрите, пробег какой, ребят. 240 тысяч. Пора уже. Ну, плюс смотанный там неизвестно сколько. Машина 10-го года. Как-то так. Ладно, ребят. До связи. Продолжение следует, кстати. Ну, что сегодня я сделал? Очень интересно. Кабель менеджмент сделал сегодня. Ничего не торчит. Все четко. Вот такой вот кронштейн приобрел. Спрятал все кабеля. Четко теперь. Четко теперь. Все работает по фэншую теперь. Сейчас супер просто. Все-таки 21 век. Он такой, имеет всякие крепежечки. Всем рекомендую, ребята, вот монитор вот поставить вот на такой кронштейн. На стол вообще офигенно. Дексп. Что получилось? Получилось четко. Получилось вообще четко прям. Итак, что у меня? Аппарат. Сейчас проверим батареечку. 7,38 показывает. Хороший прибор.
7:38. Еще новая тема. IP-камера. Слежу за всем. Она двигается там туда-сюда. Прикольная штука. Видео записывает, звук записывает. Все записывает, палит контору. У нас кино сегодня с утра было, блин. Развал схождения, только увидел. Говорит, Камри боком занесло. И виш ему. Вот есть этот. Да, виш ему, прям бочину ему лаж. Нормально так. Ё-моё. Ну, конечно, сейчас скользко на дороге. Вот оно. Так, свечи торч. 4 штуки. Будут лежать у администратора. У администратора. Будут вот здесь. Хоба. Оплата. И забираете. Красавец! Продается спортивный снегоход Рейв. Один владелец, два, фактически один. Я на нем не езжу. Он у меня просто в гараже стоял. Я его просто протираю полиролью. Мало, пробег небольшой, все работает, все моргает.